Я говорил о том, что будет АТР, а потом будет Меджлис, а потом будет весь крымско-татарский народ, будет запрещен. Уже вот после того, что сейчас сделала Поклонская, это оккупационная власть, после того, как признан Меджлис экстремистской организацией, теперь можно любого крымского татарина объявлять экстремистом. Уже не нужен никакой суд или что-то еще. Тройка приняла решение, или вообще одна умалишенная девушка приняла решение, и все. И уже можно любого человека объявлять, особенно крымского татарина, даже того, который сидел дома и надеялся, что украинский солдат придет там и его освободит, и постучит ему в дверь и скажет: все, ты свободный, уже не будет этого. Может быть, сейчас крымско-татарский народ поймет, что все-таки надо делать собственную армию. У нас есть политические свои силы, у нас есть депутаты Верховной Рады, но у нас нет собственной армии. Поэтому мы должны сделать так, чтобы у нас была армия в составе Украины, в лице батальона Намана Челебиджихана. Мы этого добиваемся. Потому что эти люди, эти аскеры, которые будут служить в этом батальоне, дальше, после возвращения Крыма, будут начальниками частей в Крыму. Я так верю в это. Будут командирами этих частей. Мы хотим создать новое направление в нашей национальной политике, чтобы у нас была армия. Потому что если мы собственную армию не можем содержать, то будем содержать чужую, помните, да?